Я помню один такой момент, как российские россияне, родители, отцы, матеря приезжали к нам в Грозный, приезжали к моему отцу, в общем, как начальнику главного штаба, и просили выдать их сыновей. Да, у нас тоже находились военнопленные, офицеры, солдаты, контрактники и так далее. И в один день, я помню, на такой встрече мой отец сказал этим родителям: а почему вы приходите ко мне? Ведь я для вас враг, я там душегуб, я бандит, я террорист. Вот как меня объявили на весь мир. Почему вы ко мне приходите? Почему вы не идете к тем, кто отправлял ваших сыновей на войну? Почему вы туда не идете? И вот эти родители, знаете, что говорят? Они говорят: вот мы ходили к ним, и нас послали куда подальше. И мой отец, Аслан Асхадов, говорит им: вот что я имею в виду. Вот что я имею в виду. Вы пришли к тому, кому можно прийти, кто ничего вам не сделает, и вы даже уверены, что я отдам этих ваших сыновей. Вот почему вы пришли. Вы знаете, что я не бандит, что я не террорист, и что мы ведем справедливую войну. И знаете что? Нашей стороной, чеченской стороной, было выдано очень много российских военнопленных. За просто так отдавали вот этим родителям. Затем, да, в действительности вот так и произошло позже, когда российские оккупанты начали захватывать мирных жителей, то мы уже научились делать обмен. Мы им выдавали этих российских убийц, которые приходили к нам воевать, убивать нас, а они нам отдавали вот этих мирных жителей. И знаете, вот как это было? Те российские военнопленные, которые находились у нас, были, можно сказать, чуть ли не поглажены формы их, зачесаны, причесаны, вот, там щечки появились. Вот таких отдавали им, а возвращали мы уже коллег, там, избитых, побитых, у кого-то рука сломана, у кого-то нога сломана. Вот как возвращали нам вот этих мирных жителей, вот этих заложников. И кто после этого имеет право говорить, что мы там террористы, там исламские фундаменталисты и так далее и тому подобное. Мы такие же люди, как и вы все. Мы хотим свободы на своей земле. Мы хотим справедливости на своей земле. И мы продолжаем даже сегодня, вот не имея никаких ресурсов, продолжаем стоять на этом. И мы обязательно придем к тому дню, когда мы деоккупируем нашу страну.